В мае 2014 года состоялись референдумы о статусе Донецкой и Луганской народных республик, на которых абсолютное большинство жителей высказались за независимость и суверенитет. Сразу же возникает вопрос, а вообще люди могли таким образом выразить свою волю? Могли объявить о своей независимости? Ну, сидящие в этом зале понимают, что, конечно, могли. Могли, имели на это полное право и основание. Причем в соответствии с международным правом. Включая право народов на самоопределение. Вам не нужно напоминать, но тем не менее, поскольку СМИ работают, скажу, статья 1, пункт 2 Устава Организации Объединенных Наций дает это право. Напомню в этой связи пресловутый косовский прецедент. Много раз уже говорили в свое время об этом. Сейчас скажу еще раз. Прецедент, который страны Запада создали сами. В аналогичной абсолютно ситуации признали легитимным отделение Косово от Сербии, состоявшееся в 2008 году. Затем последовало известное решение Международного суда ООН, который 22 июля 2010 года на основе пункта 2 статьи 1 Устава Организации Объединенных Наций постановил. Дальше цитата. Никакого общего запрета на одностороннее провозглашение независимости не вытекает из практики Совета Безопасности. И, следующая цитата, общее международное право не содержит какого-либо применимого запрета на провозглашение независимости.